Всем доброго дня! Башкирский историко-культурный центр Тимясова предлагаю вам онлайн-рассказ на тему «История памятной стрелы Шварца». Почему именно сегодня, 14 апреля? 206 лет тому назад, именно 14 апреля 1814 года, после взятия Парижа, маленький башкирский отряд возвращался домой. И они остановились на привал у деревни Шварца, современная Тюрингия, федеральная земля Германия. Они остановились. И чтобы увидеть башкирский Яугир в Северных Амур, в деревню приехал принц Саксонии Карл Гюнтер. Увидев такое примитивное оружие у башкир для 19 века, он хотел увидеть мастерство. То есть он усомнился в боевой эффективности этого оружия. Чтобы рассеять сомнения принца, башкиры именно продемонстрировали мастерство стрельбы из лука. Так официально записано в церковной книге Кирхи Святой Лауренции. А когда я рассказываю историю памятной стрелы, я рассказываю вариант местных жителей. И к вашему вниманию хочу остановиться именно в этом. Местные жители уверены, что когда отряд остановился, молодой башкирский красавец-казак пошел напоить коня. И на другом берегу реки он увидел девушку, которая набирала воду огненными рыжими волосами, голубыми глазами. Девушка улыбнулась, парень улыбнулся, и между молодыми вспыхнула вот такой огонь любви. Девушка коромыслом ушла домой. Но и башкирский казак-башкир, такой грустный, вернулся к своим друзьям. Увидев опечаленное лицо казака, командир спросил, в чем тут дело? Ну и молодой казак рассказал о девушке. И начал твердить, мол, командир Агай, пойдем посватаем девушку. Но командир и говорит ему, ты, представь себе, ты мусульманин, она протестантка, думаешь, нормально отец согласится выдать за тебя замуж девушку? Но неугомонный казак твердил свое. Мы же победили самого Наполеона, неужели мы не уговорим отца? Ну, башкиры пошли. А когда они пришли, их уже ждали. Видимо, девушка рассказала о том, что придут башкиры. То есть отец позвал местного священника, но тут командир объяснил цель приезда. Посмотрев на молодого казака, отец девушки, господин Нестор, он был хозяином водяной мельницы, он поставил перед парнем невыполнимые условия. Он сказал, если ты своей стрелой попадешь в купол кирхи, слова нет. Слово даю, я выдам за тебя замуж. Тогда молодой казак взял свой лук, стрелу из колчана и стрельнул в сторону купола, даже не целясь. Стрела полетела правильной траекторией, да, и вонзилась в маковку вот этого купола. Вот данный купол, то есть, извините, макет кирхи я сделал сам еще давно, да, этот уменьшенный масштаб, конечно, пока уменьшенный масштаб. Вообще история об этом стала известна, когда в 1983 году берлинская газета «Вечером» опубликовала фотографию вот этого макета кирхи и писала об этом. Автор книги «Северный Амур» Яныбай Хамматов в 1983 году он стал свидетелем установления железной стрелы. Та, конечно, деревянная стрела упала, потом поставили железную, но при Яныбай Хамматове уже при помощи сварки поставили железную стрелу. В 2013 году начинается ремонт кирхи. И наш земляк, большой патриот башкирского народа,
Ирик Баишев, он родом из Уфы, он работает и живет в городе Лейпциг. Узнал, что начались ремонтные работы кирхи, крыши кирхи, и он предложил бургомистру города Шварца заменить железную стрелу на позолоченную стрелу. А данное мероприятие было запланировано на 18 октября 2013 году, на канун исторической реконструкции битвы народов. Мы пришли, вы видите в фотографиях, да, казаки пришли, Северная Амура. Для нас действительно это был праздником. Пока все танцевали, пели, я своими шагами измерял расстояние, откуда стрелял башкир. Получается 93 метра. Высота купола кирхи 16 метров 70 сантиметров. И вот я рассчитал дальность полета стрелы. Получается по теореме Пифагора 94 метра. Вот таким образом молодой башкирский казак сумел показать Европу, то есть свое мастерство. И сегодня, 14 апреля, мы вправе считать днем памятной стрелы города Шварца. Спасибо за внимание.